Дедовские провода, дедовский способ. Ну, какой есть? Старая изношенная электропроводка – одна из самых популярных причин возникновения пожара. Лишь у самых заботливых дачников все провода под защитой. Вот дому Виктора Кулькова можно позавидовать. Электрическая безопасность проводится в кабельных каналах. Это кабельный канал называется. Вот угольки еще не убраны. То есть здесь обычно вы разжигаете огонь. А делать это в жаркую и сухую погоду спасатели не рекомендуют. На случай пожара вода должна быть в каждом участке не меньше 200 литров. Чем больше резервуаров индивидуальных и общих, тем лучше. Видно, что в этом садовом обществе есть резервуары с водой, аж 3 большие бочки. Но вот все они под замком, здесь цепи просто так не зайдешь. Видно, что отходит и труба. Посмотрим, собственно, есть ли здесь вода. Вот течет. Все-таки не обманули. Кран стоит. Вот если что, подключать машину пожарную. Вода в резервуары поступает автоматически, и такие спасательные бочки установлены в 3 местах. Водой себя обеспечили и в дачах Казанхимстроя. Но смогут ли ими воспользоваться? Большой вопрос. Если бочки еще можно обязательно поставить, то вот расширить улицы с большим трудом. Ширина этой примерно 2,5 метра. Если пожарная машина и проедет, то с большим трудом. Ширина проезда должна быть аллей не менее 3,5 метра. И, как правило, жители садовых участков оставляют свои автомобили, что затрудняет подъезд пожарных техники. С огнем можно справиться лишь общими усилиями и до 31 июля. Это максимально актуально. По прогнозам, жаркая погода еще продержится. В каждом дачном участке должны быть и сигналы оповещения. И чем современнее системы, тем сильнее защита от огня. Альбина Миневаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.